Для приветственного слова к микрофону приглашается директор Института татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук Республики Татарстан Искандер Аязович Келензов. Hurmatli jamoat, xayrli kunlar, Norg'izg'ada. Endi borishni ovosim uchun ruschachilarni ko'rsatamiz. Уважаемые друзья, коллеги, действительно, выставка меня с самого начала очень заинтересовала, и я с большим удовольствием принимаю участие в открытии. Когда я получил приглашение на эту выставку, я почему-то сразу вспомнил материалы, которые изучал в немецких архивах, и среди этих материалов мне встречались немецкие открытки. На этих немецких открытках была изображена, например, мечеть в Вилсдорфе для военнопленных мусульман года Первой мировой войны. Была на этих открытках и были интересные этнографические зарисовки, военнопленные в национальных одеждах, арабы, турки, татары, представители африканских народов и так далее, и так далее. И поэтому, когда я сюда пришел, я сразу спросил Низами Ибраимова, есть ли у него тут немецкие открытки. Но здесь тематика немножко другая, здесь открытки посвящены только России, Российской империи. Чем интересна эта выставка, на мой взгляд? Прежде всего, эта выставка очень разнообразная, многообразная. Потому что открытка – это очень своеобразный исторический источник. Это и изображение, и текст. Изображение само по себе удивительное. Посмотрите, какие интересные здесь есть изображения. Это и мечети, это и личности, это и какие-то события важные, это и, например, хадж. Вот. Это и какие-то важные очень те вещи, которые связаны с исламом в начале 20 века в Российской империи. Это и тексты, посмотрите, там же и тексты, в которых мы видим повседневную жизнь мусульманского населения Российской империи начала 20 века. То есть открытка, она отличается от письменного источника, она отличается от фотографии. И, конечно, честь и хвала уважаемому Низами Ибраимову, который собрал этот уникальнейший материал. Это потрясающий действительно материал. И мне кажется, что эта выставка должна заинтересовать всех, кто интересуется историей татар, историей ислама в нашей стране. И она показывает, насколько многообразен ислам, насколько многообразен исламский мир, какие интересные архитектурные памятники существовали и существуют по сей день на территории Российской империи. Поэтому я считаю, что каждый, кто интересуется историей вообще, историей татар, историей ислама в России, должен эту выставку обязательно посетить. Я считаю, что эту выставку надо пропагандировать широко, и ее материал вполне, думаю, можно издавать. Я уверен, что у Низами Ибраимова еще есть немало материалов, не все материалы здесь предоставил на этой выставке. Пожелаю ему успеха, всем нам новых открытий и интересных каких-то впечатлений от этой выставки. Спасибо большое.